Сегодня главная выставка страны ВДНХ отмечает свой юбилей. Уникальному комплексу 80 лет. До конца недели в различных павильонах и на открытых площадках парка проходят праздничные мероприятия. Что именно приготовили для гостей жителей столицы страны и не помешала ли дождливая погода, узнаем у нашего корреспондента в Москве Максима Кардозу. Максим, добрый вечер. Ты на прямой связи. Тебе слово. Приветствую, Влад. Действительно, вопрос погоды, он очень актуальный, потому что этим летом дождь испортил огромное количество мероприятий в столице, и организаторы 80-летнего юбилея ВДНХ надеются, что ливня не будет. Ну а если дождик пойдет, он будет короткий, быстро закончится, и это не помешает гостям и жителям столицы прийти сюда в парк и насладиться праздничной программой. Ну а посмотреть есть на что, потому что праздничная программа начинается сегодня, в четверг, продлится она до воскресенья. Для самых маленьких приготовили различные мастер-классы. Это рисование, можно научиться танцевать, петь, лепить из глины. Не забыли и про взрослых. Открыто сразу несколько концертных площадок. Можно услышать симфоническую музыку, увидеть настоящую балетную постановку. Даже одну из площадок отдали на откуп рок-группам. Но это будет чуть позже, ближе к вечеру. Также одно из главных мероприятий, оно будет с участием мэра Москвы Сергея Собянина. Мэр будет угощать всех пришедших огромным тортом из мороженого. Хочется на это посмотреть, не только посмотреть, но и попробовать урвать себе кусочек, хотя бы маленький кусочек этого лакомства. А также хочется сказать то, что ВДНХ – это настоящий символ Москвы, символ России. Это огромный парк, сюда люди приходят не только во время праздников, сюда люди приходят, любят приходить и в будни, в выходные, развлекаться, кататься на велосипедах. Это настоящий музей под открытым небом и такое место для встреч не только жителей столицы, но и ее гостей. Многие из наших земляков тоже любят сюда приходить. И мы сегодня тоже встретились здесь с якутян. И давайте послушаем, что же они нам рассказали. Я приехала поступать в Москву и решила, что грех не сходить в столь грандиозное событие. И в связи поздравляю ВДНХ с юбилеем. Очень тут все красиво, большая территория, очень красивые музеи, выставки. Вот, подумала, что вечером схожу на концерт и еще хочу посмотреть на фонтаны светящиеся. Ну, парк, конечно, грандиозный. Это выставка достижений народного хозяйства. Да. Первый раз я была здесь в годы студенчества, это 70-е годы. Вообще было здорово. Такой большой фонтан, 15 республик тут все было выставлены, все, во всей красе. Потом была я здесь в годы разрухи, 90-е годы. Но тут было совсем другой вид. Был рынок, бардак. А теперь вот видите, как красиво стало. Все замечательно. Каждый раз я сюда стараюсь приходить, встречаюсь здесь с друзьями, земляками. Ну и, конечно же, привожу тоже своих друзей. Ну и хочется сказать, что сейчас в парке ВДНХ идет крупная реконструкция. За моей спиной находится фонтан Дружбы народов, за ним главный павильон ВДНХ. И они такие сияющие, красивые. Фонтан открыли только этой весной. Впервые за 65 лет была произведена реконструкция, произведены громадные реконструированные ремонтные работы. И сегодня во всем этом великолепии это все можно посмотреть. Также за моей спиной вы видите, наверное, главную сцену. На ней вечером будет концерт с участием главных звезд нашей страны. Ну, я еще раз хочу напомнить, что торжественные мероприятия продлятся до воскресенья. Если вы в Москве, то можете сюда прийти и насладиться праздником. Влад? Да, Максим, благодарю. Напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент в Москве Максим Кардозу.